Конкурс триатлон начинает команда КВН «Беспредел Матфак». Микрофончик, пожалуйста, ребята. У парня с очень длинными ресницами при моргании голова невольно поднимается вверх. Война между Северной и Южной Кореей началась потому, что первые были за правую палочку Твикс, а вторые за левую. Прошу. Добрый вечер. Интересный факт, но в Уфимском базаре мясо выглядит свежее, чем продавщица. Пенсионерка из РВД со стажем Вера Петровна обводит себя мелом и спит, как убитая. Голова мерзнет. Здравствуйте. У очень нерешительного мальчика во дворе была кличка Интеграл. Интересный факт. Кассир магазина «Пятерочка» в школе училась на троечку. А выглядела на двоечку. Подержи ваши шутки, пожалуйста. Ассаляму алейкум. Толстую официантку Любу всегда приглашают на корпоративы, чтобы заполнить атмосферу праздника. Хиромант-дизайнер выпустил новую линию жизни. На бюджете поехали. Приедь еще раз. У очень толстого мальчика в качалке при слове «блины» идут слюнки. У нового айфона настолько чувствительный экран, что он боится щекотки. Зигзаг. Коля хотел быть похожим на отца и ушел из семьи. В очень скучной семье отрывался только календарь. Чтобы доходчиво объяснить студентам броуновское движение, преподаватель химии подожгла аудиторию. Парень со странной фантазией представляет свою девушку в белом, красивом Нижнем Новгороде. Ну что, сейчас наш микрофончик добежит до жюри, и мы узнаем, какая команда первой покинет этот конкурс. Мы посовещались и решили, что 4 балла достается команде «Беспредел Матфак». Спасибо, ребята. Большое спасибо. Ну что ж, а мы продолжаем. Да, вновь ваши шуточки. Внезапно заигравшая песня Айдара Галимова сорвала потоковую лекцию на башфаке. Ну, а косоглазые влюбленные расстались, потому что так и не сошлись во взглядах. Голова мерзнет. Интересный факт. Сын сторожа ходит в школу сутки через двое. 90% красивых девушек на вопрос, хотели бы быть умными, отвечают. Танцовщица из ансамбля «Бишбармак» любит все погорячее. Пусть колготки служат долго, капрон. На бюджете стоят.
Башкирские пчелки собирают пыльцу в пакеты из байрама. Якубович на приеме у окулиста кричит: «Откройте мне букву «Б». Пожар спас Николая от старости. Добрые новости. В семье Николая пополнение. У них ожил дедушка. Бедный Николай. Это интересно. Стас Пьеха пошел в морфлот, теперь он морпьех. Дети дальнобойщиков 2 недели играют в машинки, потом отсыпаются и снова играют. Ну что ж, дорогой жюри, 5 баллов отправится. Команде ФГЖ. Спасибо, ребят. ФГЖ, спасибо. А мы продолжаем и вновь Хехендар. Актуальные новости. Студенты экономического факультета не ходят на площадь Салавата Юлаева только потому, что собственный конь у них и так есть. Директор фабрики по изготовлению матрешек, когда злится, выходит из себя, выходит из себя, выходит из себя и выходит из себя. Когда парень из школы МВД флиртует с девушкой, он ее то ловит, то отпускает, то ловит, то отпускает. Пьяной самке богомола некому звонить в 3 часа ночи. Во время трогательных моментов у всех рэперов камон в горле. Башкиры ходят в зоопарк только для того, чтобы посмотреть на морже. Бешеные лошади без зубов не кусаются, а целуются. Лифт жмот зажал ребенка. Письмо неверной девушки для своего парня из армии начинается со слов «Иногда я жду тебя». Татарские девушки посылают друг другу не СМС, а «Исяммисис». Кто же в этот раз покинет нашу сцену? Команда ФТИ. Хехендар. Ну что ж, у нас на сцене осталось 4 команды, и мы готовы провести конкурс «Разминка». Вопросы будут задавать наши многоуважаемые жюри и наши редактора. Думаю, что первый вопрос будет из уст наших гуру. Это Алексей Авсандаров и Дмитрий Ивлев. Пожалуйста, ваш первый вопросик к нашим участникам. А знаете, вот в Уфе сложился такой стереотип, что в ПГУ учатся самые красивые девушки. И вот вопрос, как познакомиться с девушкой в ПГУ? Ну ты-то знаешь. Ильяс, как познакомиться с девушкой в ПГУ? Братан, пользуйся моим принципом. Пришел, увидел, замутил. Прошу вас, Дмитрий. Как познакомиться с девушкой в ПГУ? С самого начала у тебя должна быть какая-то тактика, и ты должен ее придерживаться. Да, как познакомиться с девушкой в ПГУ? Ой, сначала с девушкой из аграрного расстанься, а потом знакомься.
Девчонки, еще тут варианты у нас команда. Если нет, то... Спасибо большое. Спасибо, Кирилл, спасибо за вопрос. Если вариантов ответа больше нет, то мы спросим нашего жюри, кто сейчас покинет эту сцену и заработает 7 баллов. Не вылетаем, да? Хорошо, тогда мы продолжаем. Под вашим бурным аплодисментом я передаю слово Ирине Сухаревой. Да. Такой банальный вопрос, ответ на который знают все студенты нашего вуза. Но придумайте, пожалуйста, что такое РСО? На ваш взгляд, что такое РСО? На самом деле, это первый опыт проведения этого конкурса Лиги КВН «Ваш», поэтому нам на самом деле очень интересно, что из этого получится. Давайте поаплодируем командам. Ирина, пожалуйста, повторите вопросы. Что такое РСО? Решил стать овалом, это ко мне относится? Самокритично. Еще будет варианты? Еще будут. Глаша, давай. Что такое РСО? У нас нет ответа. Что такое РСО? Это как ходы. Расима салават Оксана. Если ответов больше нету, тогда давайте перейдем к следующему вопросу, который прозвучит от Кирилла Шадрина. Нет, да? Ты Толя уже второй раз прямо. Толя, вы можете вдвоем. Нет, мы по очереди. Ну, давайте по очереди. Кирилл, хорошо. Спасибо. Давайте поаплодируем командам. Дайте их зарядить, потому что им нужны ваши аплодисменты. Они очень смешно отвечают. Ребят, скоро лето, я являюсь активным пользователем интернета, и все ленты в Инстаграме, ВКонтакте, в диетах и во всяких упражнениях для пресса. А как вы готовитесь к летнему сезону? Не готовы к сезону. Глаша всегда готова. Глаша решает. Глаша, как ты готовишься к летнему сезону? Я готова. Умничка! Что ж, кроме Глаши никто не готов, что ли, ребят? Как ты готовишься к летнему сезону? Узнаете, скиньте по WhatsApp, пожалуйста. На бюджете. Как ты готовишься к летнему сезону? Так готовлюсь, лучше к сессии так готовилась. Ильяс, как ты готовишься к летнему сезону? Братан, я каждый сезон в форме. Так, Ваня. Что ж, давайте перейдем к следующему вопросу. Анатолий, мы вас ждем. Привет, друзья. Вот конец шутки придумать может каждый. А давайте придумаем начало шутки. Я вам скажу конец, а ваша задача придумать начало. Конец будет такой. Теперь в ПГУ есть своя школа черлидинга. Ну, то есть начало придумайте типа на-на-на-на-на, теперь в ПГУ есть своя школа черлидинга. Посмотрим, что из этого получится. Привет. Мне начинать? Говорить сразу? Да-да-да, я продолжу. В Башкирский государственный университет поступил сын Олега Газманова. Теперь в ПГУ есть своя школа черлидинга. Я вначале говорю,
Да-да-да. Короче, такая новость. Вчера на парфюмерном заводе украли мочалки. Теперь в Бугоре своя школа черлидинга. Ну что, куда ответы? Привет. Привет. Начинай. Все, Произошла случайность. Теперь в Бугоре своя школа черлидинга. Случайно, не случайно, но она...